Приветствую, друзья! Сегодня ночью прошла просто масштабная и беспрецедентная информационная атака на информационное пространство со стороны натовских войск. Паникеры всех мастей просто объединились в едином информационном экстазе и понесли просто, знаете, горы и массы дезинформации в сеть, которая, естественно, с учетом вывода анонсированного российских войск Херсонского направления, просто получил такой, знаете, беспрецедентный эффект. Но тем не менее, давайте разберем, что же вбрасывали на протяжении ночи и что из этого правда. Я насчитал целых, знаете, 7 таких вот банальных фейков, и давайте каждый из них разберем. Первый фейк — это, конечно, информация о том, что, знаете, 20 тысяч российских войск скопилось в Херсоне, и они не могут никак отступить, и поэтому хаос на переправах, и, мол, на маленьких моторных лодках пытаются хоть как-то вот эти 20 тысяч войск спастись. Тем не менее, на утро в реальности оказалось, что никакой 20-тысячной группировки в Херсоне российских войск на тот момент уже давно не было. Войска в основном-то все уже вывели, и в 5 утра вышли, собственно, последние спецназовцы, которые прикрывали отход. Собственно, планово взорвали Антоновский мост и другие переправы через речку Днепр, и без какой-либо паники российские войска отошли. Причем путей отходов была масса, и в пешем порядке можно было выходить даже через понтонную переправу, которую сделали рядом с Антоновским мостом. Ее тоже подорвали при отходе. И вот на этих кадрах видно, как спецназ просто переходит пешком по этой понтонной переправе. Таким образом, получается, что все, кто заявлял о том, что там в Херсоне скопилась 20-тысячная группировка войск, на тот момент просто вбросили фейк для того, чтобы раскачать истерику в интернете и получить эффект ненависти к российской власти и так далее. Второй фейк, который вбрасывали также в эту информационную атаку, так это то, что Каховскую ГЭС уничтожили хаймарсами, и сейчас идет просто волна, которая затопит Херсон, там, где находится 20-тысячная группировка российских войск, которые по теории всех вот этих пропагандистов, они не успели эвакуироваться. И это, значит, говорит о том, что все российские войска просто смоют, и потери будут колоссальные. В конечном итоге правда оказалась совершенно другой. Каховская ГЭС как стояла, так и стоит, собственно, никакого затопления нет. И на утро мы увидели, что мост на Каховской ГЭС штатно подорвали при отходе. Таким образом, мы видим, что второй фейк, который понесли все вот эти паникеры, либо по дурости, либо за деньги, это вот конкретная дезинформация, которая преследовала одну единственную цель – вызвать панику. Фейк третий, так это о том, что с Херсона сняли противовоздушную оборону, и теперь вся вот эта 20-тысячная группировка войск стоит прямо как на ладони перед различными хаймарсами, украинской и натовской артиллерией, и над всеми вот этими тысячами российских войск, которые не успели отойти на левый берег, кружат постоянно беспилотники, и эти беспилотники никто не может сбить. И давайте на минуточку предположим, что вся вот эта информация правда, что ПВО нету, что беспилотники там наводят артиллерию натовскую и так далее, и колоссальное количество погибших и прочее. И если бы все это было правдой, то сейчас уже весь бы интернет был забит различными фотографиями разбитой российской военной техники на переправах, убитыми российскими солдатами, там сотни и тысячи и так далее. Но этого всего нет. И объективно это все теперь уже становится понятно, что это банальный чистый фейк. Примечательно, что данный фейк вбрасывали с учетом того, что эмоции затмят логику, а по логике, естественно, и система, например, ПВО ТОР, и Панцирь, и тот же БУК, там М2, М3, они прекрасно могут отрабатывать по целям над всем Херсоном, даже если эти системы ПВО находятся на левом береге Днепра. И это объективная реальность, но тем не менее, вот такие фейки вбрасывали для того, чтобы вызвать у людей негодование, ненависть к своему руководству, недоверие к военным, ну и дальше по списку паника. Вот была основная цель. Четвертый фейк, который запустили натовские пропагандисты, так это то, что якобы российские подразделения не уведомили о том, что нужно будет выходить, и многие остались на своих позициях, не понимая приказы. И таким образом получается, что они вынуждены были там чуть ли не, знаете, из окружения пробираться и так далее. И все это, как оказалось, также фейк, потому что если бы такие подразделения в природе и существовали, то тогда бы сегодня мы бы уже видели просто, знаете,
героические реляции о том, что некоторые подразделения попали в котел в Херсонской области. Ну, а таких заявлений, естественно, также нет в природе. И это подтверждает, что это просто вброс, то есть фейк, который делался для того, чтобы разогнать панику. Пятый фейк, который запустили с Запада, так это то, что якобы российская армия при отходе просто бросала гигантское количество военной техники, что, мол, просто, знаете, не было время при отступлении все это дело эвакуировать, и поэтому просто, знаете, колоссальное количество российской военной техники досталось натовским войскам. Но почему-то, когда речь идет о фактическом подтверждении всех вот этих бредней, то по факту мы видим в интернете всего 2-3 видео. И на этих видео видим 2 БМП, которые по факту с заклиненными моторами, я так полагаю, стояли возле линии разграничения. И, я так полагаю, отходили под различным артиллерийским огнем. И вот этих 2 БМП бросили. А также есть еще видео, что вот бронеавтомобиль «Тайфун» где-то в лесу стоит, и якобы его захватили солдаты Зеленского. В сухом остатке, в общем, мы в интернете видим всего несколько видео и несколько единиц боевой техники с заклиненными моторами. И по факту эту технику бросили с учетом того, что она не ремонтопригодна. И, как говорится, где все эти бредни по сотни тысяч единиц брошенной техники, ну, это, как говорится, опять же, в другом каком-то параллельном мире, который явно никак не пересекается с существующей реальностью. Шестой фейк, который запускали с Запада, так это то, что в некую Каховку высадился украинский десант и по отступающим через Днепр российским войскам просто, знаете, лупит из всех различных своих там автоматов, пистолетов и гранатометов. И, собственно, где этот десант, который где-то в Каховке высадился, ну, то, как говорится, тоже история умалчивает. Но, тем не менее, вчера вечером прямо очень активно все это разгонялось, что вот прямо по вот этим массам отступающих российских войск просто их уничтожают, чуть ли не стреляя в спину. А по факту мы видим, что все это лишь банальная фантазия натовских политтехнологов, которые все это вбрасывают для того, чтобы, конечно, раскачать максимально ситуацию внутри Российской Федерации. Ну и седьмой фейк — это о том, что людей якобы просто вдержали в неведении, что происходит вывод российских войск, и поэтому никому ничего не сообщали. Якобы там 2-3 дня связи в Херсоне не было и так далее. Но тем не менее, как говорится, эвакуацию российские войска начали очень и очень давно. Эвакуацию мирного населения также. И, конечно, всех проинформировали. Администрацию в полном составе и людей, которые хоть как-то взаимодействовали с Российской Федерацией по линии там администрации, военных ведомств, то их вывезли в Геническ. И Херсонская администрация сейчас находится в этом городе. И по факту здесь мы видим, что все вот эти бредни, они, ну, мягко говоря, не соответствуют действительности. Примечательно то, что с Херсона вывозили людей, предоставляя жилье в России по так называемым сертификатам. То есть, если, например, сравнить с жителями там Северодонецка, Лисичанска, Мариуполя, то вот этим всем беженцам, то им не предоставляют сертификат, который дает право на условно там жилье в России. А вот с Херсона вот такие вот сертификаты выдавали людям. И это говорит о том, что все-таки шла системная работа по вывозу людей, гражданских, которые решили все-таки не жить под натовской оккупацией. И здесь мы видим, что эта история, опять же, она публична, ее можно элементарно проверить. Но тем не менее, этот фейк очень активно пытались разгонять. В итоге мы видим целых 7 фейков, которые сейчас уже это объективно реально, что это конкретные фейки. И все, кто их всосал, получается, либо полезные идиоты, либо осознанно работают на врага. Потому что главная цель всех вот этих вот информационных вбросов, которые не имеют ничего общего с реальностью, то это, конечно, вызвать панику и, конечно, раскачать ситуацию и гнев внутри российского народа, чтобы, безусловно, к руководству Российской Федерации отношение у людей кардинально поменялось. Безусловно, есть много различных неравнодушных людей, которые живут эмоциями, которые моментально всасывают все вот эти фейки, которые так активно распространяют натовские политтехнологи. И, безусловно, это сейчас является серьезной проблемой.
Особенно с учетом того, что на дворе 21 век, а там не 19 и 20, и поэтому вся эта информация просто моментально доносится прямо до передовой союзных войск, и это читают условно практически все солдаты на фронте. И если не понимать, что это все ложь, пропаганда и фейки, то безусловно это будет наносить реальный, серьезный такой, знаете, деморализационный эффект. При этом наблюдается интересный парадокс. Люди, которые повелись на вот эту западную фейковую пропаганду, на эту истерику, то они начинают активно ненавидеть тех людей, которые стараются рассказывать действительно правду и не разгонять панику. И обвиняют этих людей чуть ли не в предательстве. И тут важно понимать, что натовские пропагандисты очень хотят навязать большинству абсолютному в Российской Федерации мнение, что все люди, которые не разгоняют панику, которые запрограммировали натовские политтехнологи, то это все условно, знаете, агенты Путина, которые зарплату от него получают. Все это, знаете, штатные пропагандисты Кремля и так далее. Но тем не менее, как видим, практика показывает, что это наоборот. Те люди, которые не то что не получают зарплату, это те люди, которые методично пытаются донести реально правдивую, проверенную информацию. И, конечно, блокировать все вот эти вот панические атаки натовских политологов. И если я где-то неправильно рассуждаю или моя логика где-то неверна, то будьте добры, вы напишите свою точку зрения в комментариях. Я это, конечно, максимально почитаю и, конечно, постараюсь каждому ответить. Свою позицию по выводу российских войск с Херсонского направления я озвучил в 2 своих предыдущих роликах. Повторяться я не вижу смысла. Но то, что сейчас пытаются через вот такие вот непростые решения на территории Украины ударить по внутриполитической ситуации в России, то это, я уже полагаю, объективный факт, и этого не видит, ну разве что очень необразованный человек. Мало того, я призываю каждого вспомнить, что делали на фронте во времена Великой Отечественной войны с паникерами. Да, правильно, их обычно расстреливали на месте. И такие меры, они не случайны, потому что если касается боевых действий, то здесь важно единство, важна поддержка. И без вот этих вот элементарных вещей, то, конечно, успехов на фронте быть не может. И объективно, когда мы видим, что пытаются из-за границы натовские политтехнологи раскачать панику, там, агрессию, недоверие и разобщить наши ряды и все-таки каким-то образом попытаться, знаете, уничтожить антинацистский фронт, то это объективная история, которая не имеет ничего общего с желанием все-таки победить нацизм. По этому поводу и не только у меня в телеграм-канале есть масса различных интересных видео и материалов, которые подтверждают очень многое из того, что я уже сказал. И с учетом того, что здесь на YouTube есть масса ограничений, то все это выкладываю я в телеграм-канале. Ссылка на мой телеграм-канал в описании, первым комментарием под видео. Кому интересно, переходите, смотрите, подписывайтесь. Но тем временем, после заявления российского генштаба о том, что последний российский солдат в 5 утра уже покинул Херсонское направление, мы видим уже, что днем в Херсоне появились уже украинские флаги и, конечно, флаги Евросоюза, той страны, которая сейчас официально рулит всеми процессами внутри Украины Зеленского. Ну и, конечно, все это она делает с одобрения Соединенных Штатов. Также стоит отдать должное российским саперам, которые очень качественно заминировали все практически дороги. И мы видим уже, что войска НАТО, когда заходили в те позиции, которые оставили российские войска, то это им обошлось очень и очень дорого, потому что очень много натовской техники было подорвано на различных минах и взрывных устройствах. И об этом вся информация у меня также есть в телеграм-канале. Для того, чтобы хоть как-то сместить фокус внимания от того, что много натовской техники было уничтожено на различных российских минах, подразделение информационное вооруженных сил Зеленского выпустило очередной фейк о том, что, оказывается, в Херсоне осталось много российских солдат, переодетых в гражданскую одежду. Собственно, все это делается для тех людей, которые поверили в 7 фейков, которые я перечислял выше. И вот это как раз для них.
Тем не менее, стоит добавить, что российская группировка войск перебрасывает с военной базы в Чаплынке военную технику и командные пункты дальше вглубь территории, потому что объективно американские и прочие натовские системы вооружения теперь уже могут достать до Чаплынки. И объективно, если вы посмотрите даже вот на эту карту, базы военные на Чаплынке вот как было и как вот сейчас, то можно сделать вывод, что все-таки вся вот эта вот ключевая инфраструктура, военная и военная техника, она уже перемещена вглубь территории. А в офисе Зеленского тем временем царит эйфория. На фоне успехов натовской группировки войск на Херсонском направлении, то там различные говорящие головы заявляют о том, что никаких компромиссов и так далее. Хотя уже всем очевидно понятно, что подобный исход это лишь просто серьезная затяжка конфликта, потому что объективно от территориальной целостности своей Российская Федерация не откажется. И об этом сегодня уже заявлял даже Медведев. Также стоит отметить, что различные там нацисты, которым дали Соединенные Штаты Америки карт-бланш на все внутри оккупированной территории, мы видим, что начали серьезную войну с памятниками. Вот, например, снесли памятник Зое Космодемьянской. Вот, например, Пушкина решили победить в городе Житомир. И мы видим, что Украина Зеленского просто опять опускается в 19-18 век, причем достаточно стремительно. Друзья, на этом у меня сегодня все. Не поддавайтесь панике и, конечно, самое главное, подписывайтесь на мой телеграм-канал, потому что там действительно гораздо больше вам информации можно предоставить, нежели здесь на ютубе. Ссылка на мой телеграм-канал в описании первым комментарием под видео. До скорого!